Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Лед тронулся. Уровень воды был вот так, чуть не зашло в окно. Затопленные дороги, дома и мосты. Почти на месяц раньше срока в республике начался паводок. Расскажем и покажем хронологию стихийного бедствия. Ущерб хозяйства и дома получили не только из-за потока воды, но и из-за таких вот массивных ледяных глыб. Просто для понимания масштабов приложу руку. Уфимские вузы в приоритете. Шаг за шагом, все-таки прорываясь через огромную конкуренцию, становимся такой яркой историей в системе науки Высшей школы Российской Федерации. Наука Башкортостана поднимается на очередную ступень. Детальнее расскажем о проектах, благодаря которым университеты прошли федеральную программу. Уничтожают вражеские бомбы и отправляют беспилотники сюрпризом. Ежедневно мы их сбиваем. Вражеские дроны, FPV-дроны, разведчики, сбросники. Репортаж из первых уст о работе башкирского батальона на Краснолиманском направлении. Ближе к передовой. Деревья становятся реже. Скоро открытка. Бьет не значит любит. Стояла на коленях и говорила: только не мучай меня, убей меня быстро. Вот так вот сказала. Он говорит: нет, ты еще помучаешься. Почему женщины терпят домашнее насилие и как противостоять тирану? Самое главное, стоит ли прощать извергов? К сожалению, иногда это очень заканчивается плачевным результатом. Здесь очень важна поддержка для женщины. Одной из главных тем недели стал паводок. Как всегда, он пришел неожиданно. Наиболее всего пострадал Архангельский район, где даже ввели режим ЧС. К концу недели в Башкортостане на реках Уфа и Ай вновь поднялся уровень воды, а вот Инзер в районе деревни Азова опустился. В местах опасности подтопления дежурят специалисты. На контроле находится около 2 десятков ситуаций. В Архангельском районе спасатели уже занимаются восстановительными работами. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. Такой была картина в деревне Азова утром после бессонной для ее жителей ночи. Вода хоть и начала приходить еще днем, но основной поток резко накрыл населенный пункт уже затемно. Сначала вечером затопило начало деревни, а уже ночью накрыло всю. Животные, пчелы погибли. Просто не успели люди спасти. Началась эвакуация, нас разместили в школе. Спасатели с нами здесь круглосуточно. Вот как раз все пробки, да, вот здесь вот стоит. Ну, скорее всего, сейчас будут проводиться взрывные работы. А как раз саперам помогает спасатели, чтобы поближе можно было подойти. Ледяные заторы и стали причиной выхода рек из берегов. Вода зашла почти в каждый двор. Еще в начале недели местами уровень достигал 2 метров. Откуда вода здесь доходила, за последнюю ночь уровень воды снизился на 102 сантиметра. И поэтому сейчас спасатели приступили непосредственно, где это уже возможно, к откачке воды с придомовых территорий. Эту улицу большая вода накрыла одной из первых. Такого половодья, говорят старожилы, здесь не видели 60 лет. Но стихия постепенно отступает. Сельчане уже начали возвращаться в свои дома. Идут аварийно-восстановительные работы. Подключили электроэнергию, спасатели откачивают воду из подполов и приусадебных хозяйств, а также сушат помещения по заявкам жителей. Задача стоит, конечно, по благоустройству в плане того, что убрать мусор, убрать лишний снег. Техника работает, наше понимание есть. В ближайшие недели задача номер 1 – все привести в порядок. Ущерб хозяйства и дома получили не только из-за потока воды, но и из-за таких вот массивных ледяных глыб. Просто для понимания масштабов приложу руку. Толщина, в принципе, внушительная. И вот именно вот эти льдины, например, протащило около 200 метров от воды. Такими ледяными обломками завалена часть деревни. Спецтехника расчищает территорию. Спасатели продолжают откачку воды. Так вот перекачиваем воду в русло реки. Затянули рукава. Помощь оказывают и сами местные жители. Еще в первую ночь, когда пришла вода, мужчины организовали эвакуацию на личных лодках. Немаловажная работа – это и накормить спасателей и волонтеров. Здесь на помощь пришли повара, которые занимаются питанием для школ и детсадов района. Со вторника ночи обслуживаем горячим питанием трехразовым всех,
что подходят все. Кормим, поем. Усталость есть, но мы делаем общее дело. В районе продолжает действовать режим ЧС. Действия по помощи пострадавшим координируются оперативным штабом. Для ослабления ледового покрова проведены взрывные работы на реке Инзер. На сегодняшний день уровень воды на подтопленных территориях уже, как видите, снизился на 1 метр. По поручению главы республики Башкортостан Ради Фаритовича жителям здесь подтопленных деревень будет оказана финансовая помощь. Уже сейчас жители Архангельского района, оказавшись в трудной жизненной ситуации, могут получить материальную помощь через территориальные органы социальной поддержки, Минтруда. Уровень воды был вот так. Чуть не зашло в окно. Галия Зайнуллина сильные последствия паводка ощутила на себе в прошлом году. Тогда в садовом товариществе, где находится ее дом, вода доходила до 1,5 метров. Пострадала вся техника, мебель, баня. От больших убытков спасло то, что имущество было застраховано. Страховщица наша, очень активная девушка молодая. Я с ней связалась. Она сказала, давайте немедленно обращайтесь в нашу службу. Ну и в итоге мне выплатили очень даже неплохую сумму, порядочную сумму, которая, конечно, всех она расходов не покрыла, но в большей части все было покрыто. Очень благодарна страховщице, что она нас убеждает страховаться. Но я страхуюсь уже лет 5 точно, возможно, даже больше. Если ты не застрахован, ты пришел, ты видишь эти повреждения, все. Это уже тут плачь, не плачь, это же из твоего кармана все пойдут затраты. Спрогнозировать дальнейшее развитие паводка сложно. Спасатели ежедневно проводят облет территорий, где есть опасность заторов. Как с применением беспилотников, так и с помощью вертолета. В местах, где возможны потопления, идет дежурство специалистов. Подготовлены пункты временного размещения. С высоты, конечно, открывается вся картина половодья. Вести мониторинг земли порой бывает просто невозможно, либо неэффективно. Здесь же специалисты могут сразу заметить, если где-то образуется ледовый затор, и понять, куда стоит перебросить силы для того, чтобы провести взрывные работы. Ситуация с паводком в этом году не самая простая. Так, проблем ледовый затор доставила и в районе монумента Дружбы. Часть льдин вышла на набережную, повалив электростолбы. На борьбу с затором вышли спасатели Управления гражданской защиты. Специалисты применили необычный метод. Огромную льдину раскалывали с помощью судна на воздушной подушке. Вы, похож, как будто двинулась. Я смотрю, как у нас напор пошел. Усилия спасателей увенчались успехом. Лед тронулся, собрав зрителей на набережной. А уже в районе Затонского моста пришлось прибегнуть к помощи саперов. В горах на северо-востоке по-прежнему лежит снег. А вот уже на юге, в бассейне Белый, идет активное таяние. Уровень за сутки поднялся на реках Уфа и Ай. В соответствии с обстановкой корректируется и работа водохранилищ. Сейчас они в режиме наполнения. Анастасия Ильчебаева, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Поставленные задачи четко выполняются. Бойцы 2-го мотострелкового батальона имени Минигали Губайдуллина полка Башкортостан, ответственные за самые сложные участки фронта на Краснолиманском направлении специальной военной операции. С героическими земляками, вставшими на защиту Отечества, встретился наш корреспондент Рафик Ахмедшин. Багги стремительно мчится вперед, боец с позывным «Турист» давит на газ. Время активности вражеских птиц, поэтому не стоит сбавлять скорость. Проехав по ухабистым лесным дорогам, довольно-таки быстро добираемся до места назначения. У знамени батальона нас встречает группа бойцов. Агроном родом из Буздякского района. Жизнь свою посвятил самой мирной профессии. Возделывал землю и выращивал хлеб. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан. Родина призвала, без колебаний взял в руки оружие, говорит агроном. Мое видение так, что пехота решает здесь все. Почему? Потому что на передке находится пехота. Они выполняют боевые задачи по захвату позиции противника. Пехота идет вперед, остальные тоже идут за ними. Пехота стоит, никто не идет дальше вперед. В зоне ответственности 2-го мотострелкового батальона имени Минигали Губайдуллина 31-го мотострелкового полка Башкортостана один из самых сложных участков фронта на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Парни бдят, круглосуточно выполняют тяжелую мужскую работу, говорит боец с позывным «Куба». В целом горжусь, что сюда попал. Парни боевые, прошли огонь, воду и медные трубы. Служить в таком подразделении с такими ребятами — гордость для меня.
Позывной «Палыч» связист батальона. Порой несколько раз в день приходится устранять обрывы на линии связи. Вооружившись катушкой и полевкой, часто под обстрелами противника, он с напарником выдвигается вперед. В первую очередь и самую главную очередь, чтобы линии постоянно работали. Это наша задача, это наша боевая задача, которую мы обязаны выполнять независимо ни от погодных условий, ни от того, стреляет сегодня противник, летает сегодня их дрон или не летает. Коллектив сложился. Почти за 2 года в зоне специальной военной операции 2-й мотострелковый батальон имени Минигали Губайдуллина 31-го мотострелкового полка Башкортостан прошел через горнило войны и окреп. Приобрел бесценный боевой опыт. Многие бойцы после ранения вернулись снова в строй. Плечом к плечу несем службу, говорят защитники. А по-другому как? Мне люди говорили, зачем ты вернулся? Спрашивали, когда я вернулся. Обстановка к тому времени усилилась. Я говорю, ребят, вы мне что хотите сказать? Вы здесь будете держать оборону, защищать Родину, а я должен там дома находиться, что ли? Не прокатит. Мы же приехали сюда добровольно все воевать. Все, работаем. И ребята все работают. Измерить давление, дать таблетку по назначению и сделать укол – это каждодневные заботы эльфа. Он ответственный за здоровье бойцов. Неоднократно эльф лично участвовал при эвакуации раненых товарищей, оказывал первую помощь. На передовой научился ценить жизнь и беречь ее. Сам он из Благовещенского района, на гражданке работал обычным фельдшером. Самое главное – это нужно ценить жизнь, любить жизнь. Тут на войне вот это об этом сразу понимаешь, что такое жизнь. Сегодня есть, завтра нет, так скажем. Вот, наверное, самое главное вот это. И самое главное тут это сплоченность. Друзья, вот, все делаем одно дело, вот это вот видно прям. Все для тебя братья. По предложению командиров решаем посетить бойцов на передовых позициях в лесу на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Идем по серой, шагом размеренным, ближе к передовой. Деревья становятся реже, скоро открытка. Задача на передовой – противодействие дронам и диверсионным группам. В случае прорыва противника наши парни должны их встретить плотным огнем. Окопная свеча. С Башкирии, наверное, тоже, да? Да, у нас Да, гуманитарки, по-моему. Да. Несли на передовую письма детей, газету «Своим» для участников СВО, которая недавно начала издаваться в Республике Исладкой, национальное угощение «Чак-Чак». И вот новая газета выпускается в Башкортостане, да? Называется «Своим». «Своим» — это на русском языке, и «Узбек-Декларья» — это на башкирском. Ладно? Тоже вот прочитайте, что там написано. По дороге наш проводник с позывным «Хатип» уничтожает самодельное взрывное устройство. Бойцы называют ее «Помка». 3D самодельный, 3D принтер, на 3D принтере печатается. Ага. Это скинули, получается? Да, сбросник. Заходим в следующий блиндаж. Встречают нас русский, башкир, осетин, тувинец. Все они военнослужащие 31-го мотострелкового полка Башкортостан. Как бы сына один воспитывал. И меня не брали, 3 раза мне отказали, то, что ребенок несовершеннолетний. Вот теперь переоформил опекунство на дочку, на старшую. После 4-го раза только получилось подписать контракт, и вот по концовке здесь я. Чему я очень рад и горд. Так что, наверное, сам Бог хотел, чтобы я сюда попал. Лесная тропа ведет нас дальше. Находим незваного ночного гостя. Вражеский гексакоптер «Баба-Яга» был сбит бойцами батальона, стоящими на страже в лесу. Его пулеметным огнем можно сбить, да? Можно и дробовиком, просто в лопасти попасть, блин. Как повезет. Пулеметом точно можно. Стены блиндажа Акмалая украшают сбитые им же дроны. Противник запускает птицы, мы на них охотимся, шутит боец. И мы их сбиваем. Вражеские дроны, FPV-дроны, разведчики, сбросники. Их разновидностей много. Те, которые можно восстановить, отправляем своим ребятам, которые восстанавливают, цепляют туда подарки и отправляют их своим же, как сказать, бывшим хозяевам, нашим врагам. Перед самым выходом из леса агроном заметил пение птиц.
Atışlar var, kuşlar söylüyor. Kuptanlar mında söylüyorlar yolu. Смотрят, söylüyorlar. На израненную землю Донбасса приходит весна. Пусть она будет победной, говорят бойцы. Рафик Ахмедшин, Краснолиманское направление специальной военной операции. По-боевому свой день рождения на неделе отметил и Ради Хабиров. Ему исполнился 61 год. Уже традиционно личный праздник руководитель региона отмечает в парке «Патриот». Там прошла профильная смена, в которой приняли участие более 300 школьников со всего Башкортостана. Они изучали строевую подготовку, учились оказывать первую помощь и стрелять из автомата. Кульминацией стала тактическая игра, в ходе которой курсантам предстояло захватить позиции условного противника. Все как в реальном бою, только патроны холостые. Вместе с детьми в тренировке принял участие и глава Башкортостана. Центр Я-01. Начать штурм. Игра удалась, противник повержен. Наша же задача какая, что вот мальчишки все-таки с оружием в руках. Мы вроде и улыбаемся, но мы стараемся, чтобы было ощущение приближенности вот к серьезным каким-то боевым действиям. Работают беспилотники, дымовые шашки, строгие командиры. Мне кажется, они будут это вспоминать. В этом смысл. Уже после зорницы глава республики пообщался с детьми в формате диалога. Несмотря на юный возраст, участники профильной смены интересовались довольно взрослыми темами. Строительство школ, развитие туризма в регионе, дальнейшее развитие парка «Патриот» и открытие его филиалов в районах республики. Школьники также поздравили главу Башкортостана с его днем рождения. В качестве подарка один из кадетов подарил Радию Хабирову скворечник, символизирующий общий дом. Руководитель региона пообещал, что вместе с сыновьями повесит его на дерево. 4 вуза Башкортостана вошли в федеральную программу «Приоритет-2030». Уфимский университет науки и технологий, нефтяной, медицинский и впервые аграрный прошли конкурсный отбор в Москве и получат дополнительное финансирование общей суммы более миллиарда рублей. На неделе в межвузовском кампусе уже открылись 2 новые лаборатории. О том, какие есть достижения у ученых и о вкладе региона в сферу исследований и внедрения их в экономику всей страны, расскажет Даниил Байков. Уже год как в здании IQ-парка межвузовского кампуса ученые создают новые изобретения. У 5 вузов региона здесь расположены лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. Представители высших школ активно участвуют и в федеральных программах. 4 университета Башкортостана вошли в «Приоритет-2030» и получат дополнительное финансирование общей суммой более миллиарда рублей. 4 ведущих вуза попадают, в моем понимании, в высшую лигу вузов Российской Федерации. Совместные усилия республики, усилия вузовских команд ведут к тому, что вот мы шаг за шагом, все-таки прорываясь через огромную конкуренцию, становимся такой яркой историей в системе науки Высшей школы Российской Федерации. Команда хирургов и лично ректор БГМУ оперируют мужчину с помощью робота. Врачи удаляют злокачественную опухоль предстательной железы. Здесь не только лечат и учат, но и проводят научные исследования. Цель – создать программу экспертизы движения рук хирурга совместно с учеными из Томска. Должны быть разработчиками технологий. И мы готовы внедрять эти технологии в клиническую практику. Для этого программа «Приоритет» нам позволяет и развивать инфраструктуру. Научные сотрудники медицинского университета меняют подходы к лечению онкозаболеваний, исследуя клетки больных раком. Также в лабораториях создают первый в России отечественный препарат для диагностики ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, а еще антидепрессанты. Сейчас проблема депрессии очень широко стоит не только во всем мире, но и у нас. У нас тут около 4 миллионов больных таких. Сейчас уже получены также опытные образцы. И вот мы планируем начать испытания на животных. Привлекает к исследованиям и старшекурсников в лаборатории аддитивных технологий, где с помощью 3D-моделирования с нуля создают импланты. Получается титановый имплант. Это вот получается уже из полимерного материала. Если бы не было приоритета 2030, очень тяжело было бы приобрести большой парк оборудования. В межвузовском кампусе появилась и первая площадка у Башкирского аграрного университета, который, к слову, впервые вошел в федеральную программу «Приоритет-2030». Вуз получит господдержку в размере 100 миллионов рублей. Те поставленные задачи, которые мы определили перед комиссией Минобрнауки, мы выполним, внесем достойный вклад в развитие
продовольственной безопасности нашей страны. Лаборатория – своеобразная оранжерея. Здесь ученые будут выводить новые сорта растений, пригодные для климата Башкортостана. Сейчас селекционеры в кооперации с одним из предприятий должны создать 3 новых сорта гороха. А это автоматизированное рабочее место селекционера. Здесь ученые собирают образцы зерновых и бобовых культур, определяют длину и высоту колосьев, пропускают их через молотилку, чтобы затем взвесить и выбрать наиболее продуктивные растения для создания новых сортов, к примеру, пшеницы. По приоритету 2030 коллектив Уфимского университета науки и технологий будут участвовать в разработке двигателей для истребителей 6-го поколения. Всего же в вузе с десяток заявочных проектов. К примеру, в этой лаборатории ученые намерены автоматизировать процесс производства сложных авиадеталей. По приоритету 2030 мы планируем создать новую установку электрохимическую для постобработки деталей, которые получаются методом аддитивного производства. Благодаря проекту УУНИТ вошел в федеральную программу. Мы концентрируем ресурсы на критических технологиях, которые позволяют сформировать действительно технологическое лидерство в области машиностроения, в области авиастроения. В Уфимском нефтяном университете активно изучают технологию изготовления новых материалов. Игольчатый кокс уже внедрили в промышленное производство. Раньше его закупали из-за рубежа. Еще одно ноу-хау – углеродные нановолокна. Добавление материала может сделать более прочным цемент или наделить электропроводными качествами пластик. Однако сейчас его можно производить только в небольших количествах. Пытаемся создать такую технологию, которая позволила бы получать их в крупных тоннажных таких процессах. Десятки тонн, 1000 тонн. УГНТУ в программе «Приоритет» участвует с 2021 года. В 2025-м вузу выделили 450 миллионов рублей на исследования. За 3,5 года реализации программы «Приоритет» имеем рост контингента более чем на четверть. К нам приезжает большое количество ребят из других субъектов Российской Федерации и иностранцев обучаться. По факту УГНТУ сегодня сформировался как ядро инженерно-технической подготовки нашей республики. Возможности республики высоко оценил и заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный. Башкортостану он предрек большое будущее в развитии передовых технологий и исследовательской деятельности. Я знаю довольно много реальных, истинных ученых, которые здесь работают. Поэтому перспективы обалденные, площадки, созданы заделы, поэтому только в добрый путь. Башкортостан в десятке регионов страны в рейтинге научно-технологического развития. Это подтверждают федеральные эксперты и ученые. Научно-образовательный центр «Евразия», на основе которого, в общем-то, строится вся работа в Башкортостане, он узнаваем, и это очень хорошо. И он на самом деле привел к определенным качественным сдвигам в темпах научно-технологического развития республики. Успех республиканских вузов – это не только итог совместной работы властей с университетами, но и индустриальными партнерами. Университеты активно сотрудничают с предприятиями, которые помогают создавать базу для исследований. Участие в приоритете 2030 позволит усилить эту работу, в том числе и в системе подготовки кадров, которая должна соответствовать времени. Даниил Байков, Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Вадим Исламов. Итоги недели. Наука и бизнес должны взаимодействовать, и этим связующим звеном выступит новый Госкомитет Башкортостана по науке и высшему образованию. Возглавила ведомство Светлана Мустафина, профессор, почетный работник высшего профессионального образования России. Подробнее о том, каким она видит развитие научной жизни региона и что ее саму привело в эту сферу, Светлана Мустафина рассказала в интервью нашему телеканалу. Светлана Анатольевна, не так давно назначены руководителем Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию, но уже на минувшей неделе пришлось выдержать непростой экзамен в Москве, когда 4 вуза Республики Башкортостан защищали свои проекты в рамках «Приоритет 2030». Насколько волнительно было? Конечно, это волнительный процесс и для всех команд вузов, для самих вузов, всех сотрудников вузов, но и для региона в том числе. Знаменательным было для команд вузов то, что лично принимал участие глава республики Ради Фаритович Хабиров и был фактически членом команды защиты каждого вуза.
Это очень значимо, поскольку это означает, что регион заинтересован в этих вузах и рассчитывает на продуктивное сотрудничество и отдачу от этих вузов и вклад в региональное развитие. Какие уже задачи стоят перед вами? Какие проекты на заметке? Ну, основной из задач Государственного комитета – это все-таки взаимодействие между вузами, научными организациями, бизнес-партнерами, промышленностью, чтобы завязать науку с производством. Сейчас кооперация, такая вот тесная кооперация, она отражается не только на научных продуктах, но она отражается в первую очередь на подготовке кадров. Поэтому это главная задача оказать такое взаимодействие и поддержку со стороны региона для такого взаимодействия. Понятно, что республика занимает передовые позиции в научно-технологическом рейтинге. И это вклад фактически и производства, и высшего образования, и научных организаций. Во-первых, надо удержать этот рейтинг, ни в коем случае не спускаться. Во-вторых, надо создавать новые площадки, платформы для взаимодействия науки и бизнеса, создавать, возможно, новые малые предприятия на базе вузов, на научно-производственное объединение на базе вузов, которые бы позволили вот создавать новые продукты и организовывать новые рабочие места, высокотехнологичные рабочие места в нашем регионе. Я бы хотела еще озвучить те регалии, которые у вас есть. Вы доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального образования России. И читая вашу биографию, я узнала, что вы родились в Саратовской области, но при этом еще и преподавали в Стерлитамаке. Вот расскажите, как получилось, какие родственные связи у вас есть с Башкортостаном? Действительно, я родилась в Саратовской области, в военном городке, мои родители служили там, но оба, и папа, и мама у меня родом из Башкортостана, это Старлибашевский район и Федоровский район. И когда папа демобилизовался, мы переехали, конечно, на родину к родителям. Но там, где они остановились, там и началось мое становление сначала как школьника, потом в дальнейшем как студента. В городе Стерлитамак родители проживали, я закончила школу в городе Стерлитамак, но училась я в Башкирском государственном университете. То есть я переехала в Уфу и закончила аспирантуру Башкирского государственного университета по направлению математика. То есть я математик, и математика – это моя любимая наука, любимая дисциплина. Я люблю все, что связано с цифрами, и стараюсь все оцифровывать. И детей этому учу всегда. Чтобы сравнить, нужно показать цифры. А в Стерлитамаке, там начиналась моя трудовая биография. Я начинала работать в Стерлитамакском, тогда еще Государственном педагогическом институте. Начинала работу с ассистента кафедрой. И работала до декана факультета, физико-математического факультета, и после этого вот опять вернулась в Уфу, работала в Уфимском университете проректором по цифровой трансформации последние годы. Светлана Анатольевна, почему математика? Может быть, это такой классический вопрос, который вам задают, но почему именно этот предмет, почему именно это направление? Знаете, вот я никогда не задумывалась, а вот когда задают такие вопросы, вообще просто удивительно. Ну, в семье у нас не было математиков, но мой дед был бухгалтером, мама была бухгалтером, бабушка была бухгалтером. Наверное, любовь в цифрах это у них сидит внутри. И математика это, скажем, самая такая была моя любимая дисциплина в школе, и более того, она мне всегда легко давалась. Это вот как дети едят пирожное, сначала едят невкусное, а потом вкусное оставляют. Так вот я тоже домашнее задание сначала делала. Я делала все уроки, и последний урок у меня был математика, потому что я знала, что я его решу очень быстро и потом свободно. Поэтому математика действительно очень интересная наука, и наука цифр, ну, разве что с этой наукой может сравниться музыка, потому что там тоже своя грамота, которую тоже надо постичь. Ну, а в университете я занималась уже задачами, которые математические методы в химии. И это тоже уже прикладная наука, когда с помощью цифровых методов можно описать химические процессы, это тоже очень интересно. Поэтому я всех призываю любить математику. Не побоялись возглавить новый госкомитет по науке и высшему образованию? Это достаточно новое ведомство, новые задачи.
Значит, не сложно ли вам было? Как решились? Недолго ли думали? Конечно, побоялась. Я в первую очередь женщина. Женщины всегда боятся. Поэтому, конечно, побоялась. И очень долго не могла принять решение. С одной стороны, приглашение возглавить Госкомитет, это приглашение главы войти в часть его команды. Для меня это такой существенный знак моей работы. Я очень благодарна за оценку такого, моей работы на прежних местах работы. Но, конечно, страшно, но есть задумки, есть желание поработать, и я постараюсь. Спасибо. Спасибо. Бьет не значит любит. В республике начался громкий судебный процесс между женой и мужем-тираном. Случай в некотором смысле уникальный просто потому, что дело в принципе довели до суда. Долгие годы супруг истязал женщину, и чтобы ее полностью обезопасить, пострадавшую даже взяли под госзащиту. Под суд пойдет и житель Нефтекамска, правда, уже за убийство своей гражданской жены. Подобные истории зачастую похожи. Так стоит ли терпеть домашнее насилие и как поступить женщине в такой ситуации, расскажет Тимур Давлетов. В суд с бронежилетом на теле и на бронированной машине, и все это под сопровождение вооруженной охраны. Выходя несколько лет назад замуж за кинопродюсера, Ольга Климович никак не думала, что брак приведет ее к роли особо охраняемой жертвы и свидетеля в одном лице, причем не в каком-нибудь блокбастере, а в ее реальной жизни. Я себя чувствую победителем, можно сказать. Независимо от того, какое решение вынесет суд, я в любом случае уже не чувствую себя жертвой, чувствую, что я уже победила свой страх, победила все свои негативные эмоции и готова бороться. Победила свой страх Ольга после того, как в отношении ее мужа региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас Сергей Васильев на костылях после операции опрятно выглядит и грамотно излагает свою речь. Но это только с виду он не кажется опасным человеком. Основные доказательства в деле говорят об обратном. Стал ее хватать, удерживать, хватал в районе шеи. Благо, рядом оказались двое совершенно случайно прохожих мужчин. Они стали ему говорить: не бейте женщину на улице, отпустите. И, в общем-то, это его отвлекло. Судя по материалам уголовного дела, Сергей не только преследовал Ольгу, но и пытался при каждой встрече нанести ей вред, причем не только физически. Вот, на кадрах бывший муж намеревается сжечь ее автомобиль, а тут устанавливает датчики слежения. Я, честно, когда сажусь и завожу его двигатель, я боюсь, что он просто подложит взрывчатку, и это вот просто какой-то последний момент в моей жизни будет, когда я сяду и поверну этот ключ в этой машине. Я просто боюсь даже в нее сейчас садиться. Я всегда сажусь и смотрю, нет ли на задних сиденьях Васильева. Пара рассталась в прошлом году после 15 лет отношений. По словам Ольги, прошлым летом Сергей несколько раз вламывался к ней домой и на дачу. Одна из таких встреч едва ли не стоила девушке жизни. Я испугалась, не то слово. Я, честно говоря, уже попрощалась с жизнью. И когда он там на колени поставил, я ему стояла на коленях и говорила: только не мучай меня, убей меня быстро. Вот так вот сказала. Он говорит: нет, ты еще помучаешься. Экспертиза постановила, что подсудимый полностью вменяемый, а значит, может и должен понести наказание. Следователи установили и предъявили ему обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, от незаконного проникновения в жилище до избиения и угрозе убийством. По версии следствия, противоправными действиями фигуранта, потерпевший причинены физические и психические страдания, выразившиеся в чувстве тревоги и незащищенности, опасении повторного применения насилия со стороны обвиняемого и отсутствием возможности противостоять ему. А вот сам Васильев свою вину не признает. Более того, он обвинил Ольгу в клевете и организации заговора. Может быть, есть у вас что сказать в свое оправдание? Адвокат все, не в чем оправдать, все адвокат скажет. Но вас в стольких эпизодах обвиняют по статьям. Потом, все потом. Дело только началось, поэтому все переживет. Разберется суд, но все. Ну, вы вину свою признаете хотя бы? Нет, не признаем. В чем признавать? Ольга рассказывает, что писала на Сергея с десяток заявлений в полицию, но он, как правило, отделывался штрафом либо арестом на несколько суток, а потом по новой начинал ее преследовать и истязать. Женщина даже купила себе газовый баллончик, чтобы в случае опасности дать хоть какой-то отпор. Признается, что довести всю эту историю до суда стоило огромных усилий. Без наступления каких-то значительных последствий
а правоохранительные органы сами не будут расследовать такие дела. То есть, если человек, вот у него побои есть какие-то там в семье, в паре, в гражданском сожительстве, он настаивает на привлечении, показывает, что у него есть, ходит, получает результаты судмедэкспертизы и будет настаивать, то человека привлекут, да. А для того, чтобы полиция сама возбудила, при фактических обстоятельствах, это должны быть последствия для здоровья как минимум средней тяжести. Увы, до уголовки дела доводят редко, как правило, в крайних случаях. На днях за решетку отправили жителя Нефтекамска Артура Матвеева. Следователи обвинили его в нанесении тяжких телесных повреждений гражданской жене, которая впоследствии умерла. А ведь начиналось все красиво. Ольга познакомилась с ним 5 лет назад в Уфе, оставила свой бизнес и уехала жить к нему в Нефтекамск. Когда муж регулярно стал ее избивать, она уходила, но каждый раз прощала и возвращалась. В последний раз изверг избил ее до разрыва мочевого пузыря и 3 дня не вызывал скорую. После госпитализации женщина 10 дней пролежала в коме и умерла. Вообще на лице не было живого места. Я, ее младший братишка, даже не сразу узнал свою родную сестру, потому что картина была очень страшная, ужасающая. Такие истории, как под копирку, говорят психологи. Все начинается с домашнего насилия. В Белорецке молодую чиновницу Дину Махиянову зарезал бывший муж-тиран. После расставания ревнивец преследовал ее, постоянно избивал и угрожал расправой. Девушка обращалась в полицию 13 раз, но мужчину так и не удалось привлечь к ответственности. В их последнюю встречу он дождался ее возле дома и жестоко расправился. Такие личности абьюзивные, они не терпят отвержения, непринятия и всячески, естественно, стараются вернуть свою жертву себе. И, к сожалению, иногда это очень заканчивается плачевным результатом. Здесь очень важна поддержка для женщины. Есть социальные службы, которые помогают и предоставляют жилье на первое время, и соцпомощь, юридическую помощь оказывают, сопровождение, такой саппорт. Разорвать опасные связи сложно, порой сделать это самостоятельно невозможно. Вот и в случае с Ольгой Климович. Точку в деле, похоже, поставить сможет только суд. Что же касается судебных заседаний Ольги Климович, то сейчас должны опросить свидетелей по уголовному делу. Кроме того, показания дадут и стороны конфликта. И лишь после этого Фемида вынесет свой приговор. Мне же остается добавить, что если вина подсудимого будет доказана, то ему грозит реальный срок. Тимур Давлетов, Артур Шамсудинов и Артур Ханов. Итоги недели. Бурные 90-е они приступили к созданию собственных базовых законов, а сегодня работают ради социально-экономического развития региона. На этой неделе в Уфе отметили 30-летие Государственного собрания республики. В торжественном собрании в честь юбилейной даты принял участие и глава Башкортостана. Об исторических фактах и современности башкирского парламента смотрите в репортаже Руслана Батыргареева. Откройте сейчас вопрос. 1 апреля исполнится 31 год, как он работает в региональном парламенте. И это не шутка. Раиль Ахмедзянов застал тогда еще Верховный Совет БССР, а с 1995 года начал работать уже в Государственном собрании республики. Даже не помнит, как правильно называлась его должность. Сегодня же он заведует отделом информационных технологий, отвечает за техническое сопровождение заседаний Курултая. То есть я должен организовать, чтобы в нужное время презентация появилась, в нужное время вот такая кадр в кадре появился, в нужное время презентация появилась, чужая презентация тоже появилась. Вот заседание. Видите, он там вопрос задает, вот это в Рутубе трансляция для всех. То есть любой человек может посмотреть в прямом трансляции, но задержка там несколько секунд, конечно. Это сейчас передовые технологии и широкие возможности. Раньше о таких трансляциях они не то что не мечтали, а даже и не знали. Это были нелегкие времена для всех. В условиях смены политических и экономических реалий перед депутатами стояли сложные задачи по созданию принципиально новой законодательной базы. В тот период депутаты как единая команда делали все возможное, чтобы Республика Башкортостан на правовой основе решала самые неотложные, злободневные и судьбоносные вопросы для самой республики и людей, живущих на территории республики.
Виктор Пчелинцев – депутат самого первого созыва Госсобрания Республики. Как и 30 лет назад, в юбилейный для регионального парламента день он находится в стенах этого здания. Его построили в 1989 году. Сначала здесь размещался общественно-политический центр, а с 1995 года начали проводить парламентские слушания. Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить. Эту известную фразу в 1990-м, выступая в Казани, произнес Борис Ельцин. А чуть позже эти же слова глава Верховного Совета РСФСР повторил уже в Уфе. Произнес он их стоя на крыльце этого здания. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Примерно через год не станет Советского Союза, а позже БССР будет именоваться Башкортостаном. Уже с 1995 года в том самом здании по адресу Валиди 40 горячо обсуждались и принимались новаторские законы. Определялась траектория социально-экономического развития региона. На данный момент у нас сложилась одна из лучших систем законодательства. Она очень эффективна, она, самое главное, стабильна и отражает текущий момент развития нашей республики. Это первое. Ведь парламент еще к тому же место, где сосредотачиваются политические интересы самых разных политических структур и сил. Поэтому наш парламент всегда был отражением этой ситуации. У нас достаточно многопартийный парламент. А в последние 6 лет, подчеркнул глава республики, башкирскому парламенту приходится работать в чрезвычайных ситуациях. Это оперативное принятие законодательных актов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, противостоянием санкционному давлению, поддержкой специальной военной операции. Ради Хабиров поблагодарил представителей законодательной власти за плодотворный труд и вручил государственные награды. Я думаю, самое главное – это адекватность тех законов, которые принимаем на заседании Государственного собрания. Мы ни в коей мере не занимаемся маниловщиной. И статус закона приобретает только те положения, которые республика в состоянии обеспечить реализацию. За преданность республике спикеру башкирского парламента глава Башкортостана вручил орден Дружбы народов. У руля Госсобрания Константин Толкачев уже 25 лет. И все эти годы он является не просто свидетелем развития региона, но и вносит законотворческой деятельностью значительный вклад в социально-экономическое благополучие Башкортостана. Руслан Драгореев, Алия Тагирова, Артур Ханов, Рустем Галямов. Итоги недели. Путешествие в историю. Впервые из Башкортостана отправился тематический поезд в город-герой Волгоград. Пассажиры – 500 школьников. Они смогли лично посетить места проведения Сталинградской битвы, где было положено начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. Тур длился 3 дня. Мероприятие организовали в рамках межрегионального патриотического проекта «Вагон знаний». По рельсам истории проехалась и моя коллега Наиля Нуриева. Высокий берег на крутой. Главный урок истории начался еще в поезде. Для школьников организовали викторины, конкурсы и загадки, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Особенный интерес вызвала амуниция и оружие, с которым детей знакомили участники военно-исторических клубов из Уфы и Бирска. Вот затвор. Пружина, вон ствол, все. В составе туристической делегации юные шеймуратовцы из полилингвальной гимназии номер 2. На уроках они осваивают строевую подготовку, учатся собирать и разбирать автоматы и изучают историю 112-й башкав-дивизии. Эта поездка для них представляет особый интерес. Именно вот такие поездки, они помогают вживую увидеть, так сказать, эту историю, увидеть вот эти вот памятники, достопримечательности, музеи, то есть полностью погрузиться в атмосферу городов. Сутки в пути, и вот он, город-герой. Волгоград встретил тепло, песнями, плясками и хорошей погодой. С городом учеников знакомили опытные экскурсоводы и первым делом привезли в святую святых Волгограда, к памятнику ансамблю героям Сталинградской битвы. За моей спиной Родина-мать, так называемое сердце Волгограда. Именно Мамаев курган стал первой точкой экскурсионного маршрута для представителей Республики Башкортостан, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы. Но прежде еще раз напомнили, какой ценой досталась победа. Каждый памятник ансамбля посвящен солдатам и жителям города, принимавшим участие в Сталинградской битве. Всего на вершине Мамаева кургана похоронены почти 35 тысяч человек.
Торжественная часть в зале воинской славы стала самым трогательным событием. Для некоторых это место связано с семейной историей. Хасна Ильясова отправилась в тур с внучкой. Мой отец, Расулев Ганидин Расулевич, в 1942 году именно участвовал в обороне Сталинграда и был тяжело ранен в свои 20 лет. У меня, конечно, уже слезы наворачиваются, я очень даже волнуюсь, да, конечно, очень впечатлила. Школьники посетили знаменитый дом Павлова, руины паровой мельницы и самый большой в России музей «Панораму. Сталинградская битва». Волгоградцы не забыли и про вклад башкирских солдат. В честь 80-й годовщине Великой Победы 112-й башкавдивизии и ее командиру-герою России гвардии генерал-майору Минигалии Шеймуратову посвятили планшетную выставку. Никто не забыл об этой войне, и все гордились то, что наши дедушки, бабушки в этом принимали участие. Мой Куртатайка тоже участвовал в этой войне, и мне захотелось больше узнать об этом великом событии. Посетила музей «Панорама», очень интересно, много детализированных деталей. Федеральная программа «Школьный туризм» стартовала в 2022 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Башкортостан вошел в число первых регионов-участников. И за первые 2 года порядка 50 тысяч школьников лучше узнали свою республику и другие регионы России. К слову, проект помогают реализовывать туристические организации региона. Мы стараемся прививать детям патриотизм в интересном для них формате путешествий. Интерактивная программа проходит у детей, познавательные лекции, викторины, в которых с радостью дети принимают участие. И в процессе игры викторин они открывают для себя что-то новое. Сталинград держал оборону 200 дней и ночей. Был почти до основания разрушен. Погибло более 1 миллиона человек. На восстановление города ушло 10 лет. Сейчас каждая улица – дань памяти героям. А во многих скверах есть мемориал или скульптура, напоминающая об историческом прошлом города-героя. Как говорится в известной пословице «Век живи, век учись», так и 500 школьников, их преподавателей и родителей посетили этот город, осмотрели его достопримечательности и получше узнали его историю, которая сыграла важную роль в Великой Отечественной войне. И эта экскурсия помогла им об этом напомнить. Наиля Нуреева, Артур Хуснуддинов. Новости. Волгоград. Такой была уходящая неделя. Далее авторская рубрика нашего коллеги Руслана Шарафутдинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Ну а сразу после программы «Республика Лайв». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Здравствуйте, я Руслан Шарафутдинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Чем запомнится нам эта неделя? Между нами она прошла под яркой звездой науки и высшей школы. 4 наших вуза защищали свои проекты для федеральной образовательной программы «Приоритет-2030». По результатам этой защиты они получат суммарно более миллиарда федеральных рублей. Движение вперед немыслимо без науки и технологий. И за последние годы в научно-образовательной сфере Башкортостана произошли тектонические сдвиги, без преувеличения. У высшей школы Башкирии непростая судьба. И это опять история о том, что всегда кто-то ищет причину, а кто-то возможность. Когда 15 лет назад российская высшая школа начала кардинально меняться, и туда наконец-то стали вливаться достойные бюджетные деньги, у нас появился шанс поехать в этом экспрессе в будущее вместе с Москвой, Питером, Казанью, Томском и другими научными лидерами. Но лебедь, рак и щука амбиций и страхов так и не смогли тогда сдвинуть с теплого обжитого места телегу нашего высшего образования. Пока наши вузы спорили между собой, вуз башкирского высшего образования так и оставался на федеральной обочине, мимо которой на зависть нам проносились и уходили далеко вперед наши соседи-конкуренты. Вспомнить тему объединения университетов Башгу и УГАТУ. Сторонники и противники слияния сошлись практически в рукопашной, слава богу, виртуальной. Вузовская среда очень консервативная. Стороны боялись потерять студентов, репутацию и, конечно, суверенитет. Много лет эти же люди постоянно и горько сетовали на уровень нашей научной и высшей школы. Мол, научных прорывов нет, как и денег на исследования и лаборатории. Но кардинально что-то менять при этом не торопились. И каждый тянул лоскутное одеяло на себя.
Разорвать этот заколдованный круг могла только железная политическая воля. И оглядываясь сегодня назад с сияющих высот Евразийского НОЦ, грантов программы «Приоритет-2030», эпичного слияния Башгу и УГАТУ в УУНИТ, футуристического студенческого кампуса в Уфе, сейчас уже не верится, что этого дивного нового мира ведь могло и не быть. Это сегодня у науки и высшей школы Башкирии блестящие горизонты, невиданный доселе объем федерального финансирования, новые лаборатории, проекты и точки кипения, совместные научные открытия и мощные индустриальные партнеры. А еще вчера река знаний была покрыта льдом взаимного недоверия и застоя. Нужен был человек-ледокол, и он нашелся. И не просто ледокол, а атомный, с ядерным реактором внутри. Ради Хабиров взломал эту многолетнюю толщу льда и подтащил весь караван науки и технологий за собой. История с прорывом высшей школы Башкирии напоминает мне историю с преображением Советской площади из провинциальной пыльной автопарковки в культурную и архитектурную достопримечательность Уфы. Помнится, чего только не пришлось выслушать тогда автору идеи, в которую мало кто верил. И это яркий пример того, как самые смелые планы и мечты можно реализовать. Больших высот добивается тот, кто умеет мечтать, и настоящий политик должен быть мечтателем. Не пустым, а реалистом, у которого эти мечты сбываются для общего блага и на радость всем. В защите проектов уфимских универов, которая состоялась 15 марта и принесла им миллиард целковых, личное участие принял и Хабиров. Считанное число региональных лидеров нашло для этого время. И, конечно, такая персональная опека сыграла свою роль в решении высокой комиссии. Вы спросите, зачем ему это? Ведь не обязан. Такой уж он человек. Все, что происходит в Башкирии, Хабиров пропускает через себя и воспринимает как свое личное в плане ответственности и отношения. До всего ему есть дело и время. Он и день рождения, собственно, провел не просто на работе, а в парке «Патриот» вместе с ребятами, участниками военно-патриотических сборов. Ему важно общаться с молодежью, знать, чем они живут, и доносить до них, что сегодня значимо для страны и республики. Драги Фаритович и сам заряжается от молодых энергией и идеями. Ему просто интересно с ними, это видно невооруженным глазом. Кстати, красавец парк «Патриот», который на наших глазах вырос за считанные годы в Чишминском районе на месте заброшенной воинской части, тоже из категории воплощенной мечты, в которую мало кто верил. Теперь это место силы, мужества и очень востребованная площадка для массовых молодежных и общественно-политических мероприятий. Вся политическая судьба Хабирова – это история преодоления. Испытания делают его только крепче. Так закаляется сталь и воля. Воля добиваться поставленных целей и воплощать мечты. Мечты не лично свои, а для всех. Даже если вначале верит в них только он один. Таким и должен быть настоящий лидер, чтобы вести за собой. Настоящим и реальным, который берет на себя ответственность. С прошедшим вас днем рождения, Ради Фаритович. Пусть ваши мечты сбываются, ведь тогда они сбудутся и у нас. До свидания, с вами был Руслан Шарафутдинов. Да, и про паводок. Аномально теплая зима и ранняя весна в этом году принесли в республику большую воду почти на месяц раньше обычного. Как развивается паводковая ситуация, какие принимаются меры и к чему готовиться, смотрите в нашем специальном брифинге на БСТ 25 марта в 19 часов. Берегите себя и своих близких, все будет хорошо.